Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вам кости перемывает, кто сплетничает о вас, какие сплетни о вас ходят. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, неожиданно. Очень много сплетен вышло, очень много общипанных петухов и каких-то ободранных кошек. Но давайте будем разбираться. Так, какая вы есть, как вы себя узнаете? Ну, во-первых, у вас очень высокий интеллект, вы очень умный человек, начитанный, грамотный, у вас смекалка, у вас опыт рода, опыт предков. Вы во многих вещах разбираетесь, во многих вещах на профессиональном уровне разбираетесь. Вам впору самой курсы открывать, да, давать вот эти ценные советы, делиться мастерством. Вы человек, который выглядит не по годам, то есть гораздо младше, чем в паспорте. Да? Ваш возраст никак не сопоставляется с вами. Вы легко находите общий язык с теми людьми, которые вас окружают. И неважно, кто-то прям старше вас, либо младше вас, какой-то человек, какого уровня круга образования, вы с любым найдете общий язык. Еще мне идет, что вы как-то умеете подстраиваться. А у кого-то из вас даже есть по крови переданный дар внушения либо гипноза. Вот чем-то таким обладаете. Если вам надо, то вы к любому ключику подберете, если вам надо. Но вам не всегда надо, и вообще я вижу, что вы устаете от людей, от человеческой глупости. Вы не хотите ни с кем как полемику вести, доказывать. Видите, что человек глупый, разворачиваетесь и уходите. Видите, что человек нормальный, адекватный, грамотный. Вот с таким приятно пообщаться. С глупыми нет. Нет, не хотите и не общаетесь. Но по большей части, конечно, вас глупые окружают. И такие, знаете, вот спорить любят, доказывать. Вы ни с кем спорить не будете. Вы знаете, что вы правы. Вы знаете, что истина за вами. И все, вам это достаточно. Никому ничего доказывать вы не будете. Еще я вижу, что вы очень красиво одеваетесь. Одежда. Неважно, есть у вас средства на какие-то там люксы, бренды, либо вы просто одеваетесь с масс-маркета. Неважно, вы умеете комбинировать и подбирать цвета. Вы умеете любую самую, я не знаю, обычную вещь, недорогую, обыграть там аксессуарами, дополнить. Умеете подобрать этот вид, да, умеете подобрать так, что выглядит все очень дорого и богато. Вот кажется, что вы одеваетесь в каких-то элитных магазинах, либо вас какой-то кутюрье одевает, да, какой-то там супер крутой стилист. Вы сама себе стилист, у вас есть это чувство прекрасного, и оно с вами от самого рождения, и вы умеете подбирать одежду. Многие вот смотрят, прям черной завистью завидуют, потому что вы всегда с иголочки, стильная, красивая, нарядная. И запахи еще мне идут, запахи. Сейчас такую вещь скажу, конечно, это очень лично, но я все равно скажу. Ваше тело, химия вашего тела обладает очень приятным запахом. Этот запах, он похож, знаете, на запах летнего сада. Вот там и цветочные ароматы, и фруктовые ароматы. Это именно так пахнет ваша кожа. На вас очень хорошо духи ложатся, потому что духи лишь подчеркивают ваш запах тела. Про это вы можете спросить мужчин, с кем вы делили кровать. Они вам все скажут, что вы невероятно вкусно пахнете. Да, это именно запах вашего тела. Вот этим вы тоже по роду вам передалось, отличаетесь от других женщин. От кого-то, извините, конем,
веет от вас именно вот летним садом. Даже если вы там без дезодоранта, без парфюма, от вас все равно летний сад, запах идет. И еще вот как феромонов очень много у вас. И мужчины очень, кстати, на них падки и чувствительны. К вам очень часто мужчины пристают, заглядываются на вас, комплиментят, да, пытаются с вами познакомиться. Это все запах. Запах, который вот прям их влечет, как этих мотыльков на огонек, на ваш огонек влечет. Вы не думайте, что мужчины такие наглые пошли. Нет, просто это химия вашего тела, и она влечет мужчин. Так, еще что по вам? Я вижу, что вы каким-то талантом обладаете. И обладаете достаточно давно. И этот талант почему-то от всех скрываете, либо даже стесняетесь того, что вы умеете делать. Не знаю почему, кто вас там застращал, может быть, там еще в детстве что-то у вас произошло. Но тем не менее, талант тут явно налицо. Дар, способность, талант, ну вы все разные. Вам бы его применять почаще, и будет гораздо лучше. Не нужно бояться, либо стесняться того, кто вы есть на самом деле. Будь вы ясновидящий, будь вы певица, будь вы актриса, будь вы, я не знаю, там, тот же стилист, почему бы и нет, либо повар-кондитер, да, не нужно стесняться, и это ваше, это часть вас, это часть вашей судьбы, но почему этого стесняться? Наоборот, как-то нужно это афишировать, и я вижу, что вы можете очень неплохо на этом заработать, да, очень хорошо можете монетизировать. Так, в чужие жизни, судьбы вы не лезете. Ну, разве что кто-то попросит там советом, делом поддержать, тогда да. Вот. А сама вы лезть никогда не будете. Вы очень деликатный человек, у вас какой-то, знаете, как воспитание, либо вы так держитесь, как будто бы вы из королевской крови, да, что лучшие гувернантки вас воспитывали. У вас благородство в крови. Явно есть благородство, какие-то благородные родственники. Может быть, даже вы праправнучка каких-то там царей, королей, ну, великих людей, да, давайте скажем так. У вас вот даже есть какие-то отметины мне идут, какие-то родинки специфической формы, либо в специфических местах. У кого-то родимые пятна, причем не обязательно темные, бывают и белые родимые пятна. Ну, что-то, и какие-то знаки отличия на вас есть. И то, что вы считаете, что ой, ужас, там бородавка выросла, на самом деле это какая-то суперродовая отметина там родовитого семейства на самом-то деле. Так, вижу, что родинки мучают вас, родинки. Это могут быть как и родинки, так и папилломки, бородавочки такие маленькие. Это все зависть так на вас ложится. Зависть такая злобная, черная, она в родинке выходит. Ну, смотрите, они же и появляются, и пропадают, да? Либо вы всегда можете пойти от них избавиться. Вот, это так зависть выходит. Вам завидовали, ну, просто с пупешку, да, вот прям с младенчества, можно так сказать, завидовали. Спросите, чему? Ну, потому что вы красавица, вы умница, вы не боитесь трудностей, вы развиты не по годам, выглядите не по годам, очень молодо выглядите. Конечно, завидуют. Завидуют все. У кого-то даже в семье зависть есть. То есть брат либо сестра вам очень сильно завидуют. Ну, что есть, то я вам и говорю. Извините, но вот такая информация пришла. Скорее всего, вы и сами знаете, чувствуете, да, скорее всего. Итак, сплетни о вас. Ну, давайте начнем с петухов. Общипанных петухов. Это мужчины, которые вам завидуют. Я вижу двоих. Один мужчина явно из вашего прошлого, потому что разорванная связь показана. Здесь такой уже щипанный, перещипанный. И петух такой прям, ну вот разваливается, на части разваливается. То ли какие-то болезни у него, то ли вредные привычки, то ли уже как доходяга какая-то. Мужчина завидует чему? Тому, что вы расцвели, тому, что вы успешны, тому, что вы всего, чего хотели, всего добились. По миру не пошли, где-то под забором не валяетесь. У вас авторитет, у вас уважение, вы вообще крутая, да, вот крутая. Это ваш бывший, и зависть тут именно идет тому, что он свою жизнь, извините, просрал, прогадил, вот, ничего не смог добиться, только лишь все растерял, а вы, наоборот, расцвели. И вот он очень сильно завидует. Скорее всего, он вам часто говорил, да кто ты такая, да ты без меня ничего не стоишь, да ты там
на помойке окажешься. Вот. А вы прям своей жизнью ему доказали, что на помойке окажется он. А вы будете цвести и процветать. Конечно, он завидует. Он наблюдает за вашей жизнью. Он знает за вашу жизнь. Он очень многое знает. И вы бы очень сильно удивились, когда смогли бы залезть к нему в голову. Но вам это не надо. Вот. Наблюдение идет. И еще я вижу, что какой-то женщина постоянно вас обсуждает. Постоянно. Вы у них любимая тема. Вот пообсуждать вас, какая вы плохая, какая вы там всякая негодяйка, и как вы там все несправедливо получили. Да? Он даже как-то винит вас в том, что ну вот вы такая умная, да, догадались, что он козел, и его бросили. А были бы поглупее, да, он бы и жил бы, как у царя за пазухой. Ну, общипанный и разваливается. И второй петух тут показан, ну, у кого-то вот связано с тем, что вы, скорее всего, работа, да, работа, бизнес, достижения, конкуренция, зависть вашим профессиональным навыкам, умениям держать себя, договориться, подать себя, делать дела. Понимаете, вот какой-то мужчина, он никак не может смириться, что вы женщина, а он мужчина, и вы гораздо успешнее, чем он. Вот. Может быть, даже на работе, да, такой вот есть мужчина, который постоянно вас клюет. Клюет, потому что, ну, завидно, да, завидно, что вы всего добиваетесь, что вы ставите цели, что вы растете, развиваетесь. А он, ну, как сбитый летчик, да, не идет, что сбитый летчик. У него проблемы, и проблем все больше и больше. Он много ошибок делает, он все не так, все не то. Держится на честном слове, либо держится на каких-то знакомствах. Боится вас очень сильно этот мужчина. Боится, что вы его прям подсидите, либо еще что-то произойдет. Страх, прям страх испытывает. Очень часто вас обвиняет в том, чем вы не виноваты, вообще никакого отношения не имеете. Но он как сплетни распускает, как пытается омрачить ваш светлый образ, да, и как-то вот покушается на вашу репутацию. Но ему никто не верит, все знают, что он не тот, за кого себя выдает, и держится на честном слове, да, какой-то сбитый летчик. И еще, девочки, у кого-то отыграется, что этот мужчина, возможно, несколько раз к вам подкатывал, а вы его просто, ну вот, развернули, просто по ходу действия развернули, даже не дали ему досказать. Вот, прям затаил на вас зло и рассказывает, что вы там ледяная, фригидная, что вы такая-сякая, либо богатеньких ищете, ну, какую-то гадость говорит, но ему никто не верит, поэтому не стоит на него обращать внимание. Как, знаете, зациклился на вас, заболел вами. Вот. Отказывали вы ему, скорее всего, какой-то прям мужчина смириться не может, да. Может, ему никто не отказывал, а вы первая, единственная, кто вот прям жестко ему отказали. Так, теперь по кошкам пройдемся. Ну вот, одна большая кошка показана. Кошка, женщина, соперница, женщина, которая из себя ничего не представляет. Все, что она про себя рассказывает, это какие-то мифы, легенды, байки. Ну, все не настоящее. Очень много врет, очень много играет, на публику играет. Женщина, которая мнит себя какой-то вот прям царицей савской, по факту, ну, драная кошка. Очень она какая-то мне идет вульгарная, такая, знаете, наляпистая, выдает себя за голубую кровь. На самом деле там не голубая, а какая-то мутная, да, мутная кровь, непонятно. Ай, что за связи, непонятно каким путем. Ну, завидуют вам красоте, молодости, завидуют, как на вас мужчины смотрят, завидуют вашему уму, вашим способностям, всему завидуют, всему. Вы даже какое-то время с этой женщиной то ли дружили, то ли в хороших отношениях были, а потом, когда вы поняли, кто она такая, вы резко от нее дистанцировались. Ну, может быть, по шее дали, да послали, да, может, она вам там дорогу вообще переходила. Вот, она вас винит в своих неудачах и считает, что если бы вас не было, то она бы там блистала, императрицей бы стала. Вот. Но на самом деле она сама виновница своих неудач, потому что так врать, завираться так нельзя. Да, люди ж не глупые, понимают, что она врет, могут сопоставлять, да, память у людей есть. Вот. Она этого не понимает. Эта женщина плохо кончит. Я вижу, что у нее какие-то проблемы с сосудами. Сосуды, да, проблемные, варикозы, что там,
бляшки, тромбы. Плохо кончит, очень плохо. И внезапно мне еще идет. Тут почему-то прям показали, что злоба ее разрушает, и это влияет. И кровь мутная, да, может, кровь мутная, потому что не род, а именно проблемы с кровью, да, с тем, что не знаю, холестерин у нее высокий или что-нибудь там у нее. Плохо, сосуды. Мне идет, что у нее сосуды прям выстрелят. Дальше. Еще мне показывают двух женщин, как будто бы они какие-то близкие, то ли подружки, то ли родственницы, может, мать и дочь. Прям они вас не взлюбили с первого взгляда, с первого прям, минуты, секунды не взлюбили. Почему? Потому что, мама за дочку, а дочка там не красавица, не фонтан, да еще и характер подлый. И не взлюбили вас. Может быть, это даже ваши родственники, может быть, это даже ваши родственники со стороны мужа, там, не знаю, парня вашего. Прям очень не взлюбили, очень такие две ревнивые, коварные. А вы ведь правду любите, вы правду всегда говорите, а им это не в нюх, понимаете, это им не в нюх, не подходит. Ни одного поля ягоды вы с этими женщинами. В глаза вам ничего сказать не могут, они вас боятся, откровенно боятся. Но за вашей спиной все, пошла душа в раздрай. Очень много придумывают, прям на ходу придумывают, сами друг другу рассказывают, другим рассказывают. И если это, допустим, ваши родственники, то и родственникам рассказывают. Если это родственники вашего супруга, либо парня, то ему рассказывают. На них смотрят как на дурочек, на больных. И не особо кто-то верит. Не особо. Может быть, тоже, знаете, как дружили. Может быть, по соседству вы с этими женщинами. Очень они скверные. Прям такие, как две жабы. Как две, жабы, причем противные, бородавочные жабы. Так, еще мне показывают женщину. Женщина, которая, с вами дружна, скорее всего, да. Эта женщина, она на вас обиделась очень сильно. За что-то обиделась, зуб точит. Не могу сказать, за что, не могу даже сказать, была ли действительно причина. Она обижена, и она про вас не сплетничает, но у нее мысли про вас очень плохие, и хочется вам отомстить. Я хочу вас предупредить. Вспоминайте, с кем из женщин вы поссорились, с кем из женщин вы сейчас не общаетесь. Раньше общались, сейчас не общаетесь. Будьте аккуратны, потому что она такая мстительная, она даже на Луну что-то может читать, делать, либо что-то заговорить и вам принести. Мириться придет, а заговоренную вещь вам даст, да? Там что угодно, может быть, и угощение, и какой-то сувенирчик, да что угодно может отыграться. Не берите. Либо берите через стол, да? То есть она вам дает из рук в руки, а вы такая, положи на стол. Она положит на стол, тогда только можете взять. И то, если это еда, то не ешьте. Если это какой-то предмет вещи, то на соль обязательно, на 3 суток на соль, чтобы почистилась. Потому что она очень обидчива. Это не только по отношению к вам, это ко всем она такая. Очень обидчивая и мстительная особа. Мстительная. Поэтому будьте поаккуратней. Мысли очень дурные. Мне не нравятся ее мысли. Я, конечно, постараюсь закрыть, но тем не менее я вас предупредила. Вы сейчас с ней не общаетесь, потому что произошел конфликт. Либо она резко в лице поменялась и от вас отошла, потому что обиделась. Как только придет, что-то принесет, не брать, либо брать через стол. И опять же, как я сказала, если это какая-то вещь, то обязательно на соль. Если еда, то не есть. Ни в коем случае не есть. Даже не имитировать, что вы едите. Не надо. Мстительная особа. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.